что? Давлат, влогер, что ли, не понимаем? Он то там, то там, то там. Когда он делает бизнес? Наверное, он только влогер, и у него нету бизнесов. Некоторые даже так и думают. И я тоже это делаю. Но проблема этого категории людей заключается в том, что кризисный период вы это делать не можете. Первый год можете сказать, что он дает вам $100. Через несколько времени по $1000 дает. Потом через несколько времени по $10 000 дает. Постепенно. Потом видите, что этот бизнес дает по $50 000. Возможно, дерево, когда вы сажаете, она маленькая, она недорого стоит, например, саженца, который вы купили, но год за годом она же это растет, она растет и подорожает. Год дает вам миллионы долларов и так далее. На данный момент у меня 24 компании. Как я ими управляю? Когда люди не могут один бизнес управлять. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Мне часто задают вопросы, что Давлатов, как вы управляете столько-то бизнесами и так далее. Это же тяжело, сложно, и часто вы едете, летаете, часто вы постоянно путешествуете и так далее. Очень многим людям на самом деле интересно, как на данном этапе я управляю столько-то бизнесами. Худо и бедно, как бы не сказать, на данном этапе у меня 24 компании. 24 компании, они работают. И все они работают в разных странах. Они работают в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, России. И Малайзия сейчас запускаются. И в Америке. Они в данный момент те компании, которые у меня реально работают и в данный момент функционируют. И мне много задают вопрос, что, пожалуйста, расскажите, как вам удается вот 24 компании управлять. Дело в том, что первое, что я хорошо понял, это в своей работе, надо думать не о том, чтобы просто чуть-чуть зарабатывать деньги, надо думать, как создать хорошую капитализацию компании. То есть, это что означает? Это означает, что люди делятся на несколько категорий. Первая категория люди, они ищут просто шансы, чтобы какие-то, скажем, я это называю эффект фейерверка. Они ищут эффект фейерверка. Что такое эффект фейерверка? Вы, наверное, заметили, бух и нету. То есть они ищут какие-то срочные, быстрые, одноразовые деньги. Например, случаи были такие, как, скажем, спендер, или как там называется, которые крутили в руках. Потом стало там такие случаи, что сейчас модно стало, все ищут маски вот для китайцев, там миллионами штуками и так далее. То есть одноразовые сделки, которые люди могли бы зарабатывать. Они ищут такие вещи. Это первая категория людей. Поэтому я их называю, что люди, которые ищут эффект фейерверка. Я тоже был такой раньше, я иногда вот так ждал сезон фрукты, сразу успевал вовремя, чтобы первый свежий абрикос поставлять или как-то-нибудь, не знаю, сезон, когда видишь, что на рынке мало морковки и так далее, морковка загрузил или дыни и так далее. В общем, это тот первый шаг, который большинство людей пытается строить бизнес по такому систему, по такому моделу. Ищет эффект фейерверка, случайный, резкий, быстрый денег они хотят. Но проблема в том, что это повторить вы не можете, когда вам надо, когда вам нужны деньги, вы это повторить не можете, в нем не может быть стабильности. Вторая важная вещь. Люди ищут тренды, люди ищут моду, они ждут когда-нибудь сезонности и так далее. Это похоже, что 90-е годы, скажем, 2000-х годах, 2005 годах вы купили бы недвижимость, а потом она могла бы подорожать, вы могли бы его продавать и так далее. Некоторые люди там на волне роста сотовые операторы заработали хорошо, кто-то на волне недвижимости, кто-то на волне чего-то и так далее. Большинство из них, например, сейчас тоже есть такие сезонности. Я тоже так делал. Я заготавливал рис, потом ждал. В декабре я заготавливал удобрения, селитра, амофоса и так далее. Потом ждал, когда, если в декабре я заготавливал, ждал потом март месяц, чтобы продавать их. И еще было часто того, что я заготавливал лук, или там яблоко, или что-то. Иногда получилось, иногда не получилось. А когда получилось, я радовался, а когда не получилось, сказал, ну Господь столько давал, Аллах столько давал, значит больше не давал. И так далее. Был такой момент, когда мне так показалось. То есть это означает, что люди, которые ищут тренды, ищут что? Моды и так далее, чтобы в них заработать. И я тоже это делаю. Но проблема этого категории людей заключается в том, что кризисный период вы это делать не можете. Понимаете, люди, которые разбогатели за счет такого вещи, они это не могут повторить. У них нету навыки, которые можно повторять, когда надо.
Есть третья категория людей, это третья категория бизнесменов, которые создают систему, они стратегию разрабатывают и стратегически стараются что-то делать. То есть они создают одну, потом постепенно его увеличивают. Я это все везде был, я понял, что это не будущее. То есть получается, что здесь вы пытаетесь немножко зарабатывать деньги. Если вы смотрите, люди делятся на два направления получается. Здесь вы получаете итоги немножко деньги, но эти деньги потом исчезнут, расходуются и так далее. А вот здесь у вас происходит капитализация. Что значит капитализация вашего бизнеса? Бизнес поэтапно растет, потихонечку. Первый год, можно сказать, что он дает вам $100. Через несколько времени по $1000 дает. Потом через несколько времени по $10 000 дает. Постепенно. Потом видите, что этот бизнес дает по $50 000. Возможно, месячного прибыла, возможно, годового и так далее. Потом наступит день, когда он в год дает вам миллионы долларов и так далее. То есть вы поэтапно строите систему, которая позволяет рост, капитализация вашего бизнеса. Первым делом, что я делал, я начал это понять. Это дело в том, что вот когда вы создадите систему, когда вы строите стратегию, когда вы поэтапно вращиваете компанию, постепенно, система начинает генерировать деньги. Первым делом, что я начал понимать, именно это. Поэтому я, когда выбираю идею, выбираю проект и так далее, я выбираю только те бизнесы, которые определенной формуле соответствуют. Первым делом я выбираю только те проекты, которые я могу вращивать их. То есть создать систему, которая вращивает. Как я это делаю? Сначала я возьму одну, взял одну, сделал это один, понял, как он работает. Например, я взял один магазин парфюмерии, открыл, потом понял, как это работает, прибыльно, неприбыльно, какие проблемы там есть, с чем я могу сталкиваться и так далее. То есть получается, что вот так я это делал. Я взял одну магазинчик, открыл сначала, сам прошел все эти ошибки и так далее. Потом разработал систему, которая позволяет мне это масштабировать, приумножать. На данный момент в одном моем бренде 388 магазинов, в другом бренде 40, то есть масштабировали 43 магазина. Видите, я так эту модель начал копировать, делать сначала в парфюмерном бизнесе, потом начал то же самое. Одно магазин техника делал, бытовая техника, всякие тысячи мелочей и так далее. На сегодняшний день их уже 7 магазинов. Вот так я начал делать. Каждый, это, например, второе, третье, бизнес оптики. Один из моих бизнесов это оптики. Я взял бизнес, который у него было 24 магазинов. Я выкупил долю этого бизнеса. Сейчас я хочу делать их 300 магазинов. Я работаю над этим. 400 по нашим стратегиям, расписана стратегия к 2000, Аллах даст, 2025 году. То есть, видите, я вращиваю бизнес. Системно вращиваю его. То же самое я делаю в садоводстве. Садоводство это большая капитализация. Я работаю над этим, потому что дерево, когда вы сажаете, она маленькая, она недорого стоит. Например, саженцы, которые вы купили, но год за годом она же это растет. Она растет и подорожает. Например, если даже на одно дерево я потрачу, например, с учетом расходы, зарплаты, все, пусть будет, скажем, $70-80 первый раз, когда его сажаю. Но потом за него же она год за годом растет. Через 3-5 лет это дерево будет намного другое. Потому что одно дерево, может быть, мне даст в год в районе от 20 до 50, до 100, до $200 прибыла. Каждый год потом он дает, сам дерево дает. Понимаете, это есть вращивание, капитализация. Сначала я делаю всегда чуть-чуть, небольшой получается, а потом его масштабирую. Понимаете, это что такое? Я собираюсь с помощью Всевышнего 1 000 000 дерева сажать. Это очень много чего. 1 000 000 дерева. Это реальный труд, реальная капитализация и так далее. Я над этим работаю. Теперь, это было о том, как я выбираю проект, почему я это делаю и так далее. На данный момент у меня 24 компании. Как я ими управляю? Когда люди не могут один бизнес управлять. Почему? Потому что они не могут систему создать. У них не хватает стратегического понимания, как создавать систему. Как я это делал? Сначала было так. Я сейчас нарисую, как я сначала делал, а потом нарисую, как в дальний момент делаю. Сначала был так. Довлатов, вот это Довлатов, был человек такой, который делал все подряд. Здесь были проекты.
Здесь один проект парфюмерии, здесь строительство, здесь садоводство, здесь там магазины техника и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вода, само тренинговые компании и так далее. Их было много, я не успевал ничего делать. Когда их было поменьше, я успевал. Когда бизнес на расстоянии протянет рукой, вы успеваете. Был небольшой банк и так далее. В общем, количество проектов увеличивалось год за годом. Я заработал, инвестировал, заработал, инвестировал, заработал, инвестировал. Какие ошибки, с чем я столкнулся? У меня не хватало времени их контролировать. То есть получается, что в самом начале финансовый анализ я не успевал делать. Я не успевал делать финансовый анализ. Первая основная проблема была, у меня не хватало времени. Времени не хватало, чтобы делать аудит, прежде чем зайти в какой-то бизнес или какой-то проект. Я отталкивался всегда от слова, которые хозяева бизнеса говорили мне. Кто-то доля бизнеса продавал мне, кто-то полностью целиком бизнес продавал. Но в общем факт остается, что у меня не хватало времени их контролировать. Соответственно, я попозже отдельные ролики я буду рассказывать, с какими ошибками я столкнулся и так далее. Про ошибки я отдельно ролик буду говорить. Куча есть вещей, которые буду рассказывать. Сейчас я хочу рассказывать, как я управляю 24 проектами. Вот, было в общем такое, это я и все эти проекты. Их в общем стало 10, 12 и так далее, больше. А потом я заметил, что я вообще не успеваю их контролировать. Вкладываю деньги, денег не возвращается. Я иду, инвестирую деньги, не вижу прибыли. Вроде бы вкладываю, а обратно прибыли не нахожу. Нету прибыли. Потом я начал задуматься очень долго и полностью изменил всю эту модель. Я эту модель изменил 2 года назад. Как я его изменил? Я просто сидел, думал, кто я? Сначала первая вещь, что я задумался, кто я? Значит, Давлатов бизнес-наставник. Ага. Значит, где я могу реализовать себя как бизнес-наставник? Ага. Значит, само. Я определил для себя само основной, один из проектов, который я должен лично сам заниматься. Значит, это проект, по которому я буду работать как бизнес-наставник. Значит, вот С. Давлатов, он здесь сидит. Он управляет его. Хорошо, а остальные проекты что? Кто я? Я бизнесмен. А я как бизнесмен, у меня время остается управлять бизнесами? Не остается. Тогда что надо делать? Что ближе мне? Что мне ближе? Заниматься, писать книги, обучать учеников и так далее, и так далее. И в этом я вижу свою миссию. Или заниматься бизнесами, управлять своими бизнесами. Потом я долго размышлял, и я понял, ага, я создал холдинг, вот здесь холдинг UDI, United Development Investment Group. Создал эту холдинг, который является продолжением меня как бизнесмена. Значит, это холдинг делает то, что делал я. То есть, что он делает? Он управляет моими проектами. Проект это много, он управляет. Вся менеджмент управления принадлежит именно этому холдингу. Холдинг управляет не я. Не я управляю. Холдинг занимается. Я нанимаю правильных руководителей и правильно направляю, правильно систему налажу здесь. И они вкладывают усилия, чтобы здесь бизнес-процессы, структура, контроль, стратегия, система, статистика и так далее, автоматизация и так далее. Чем занимается этот холдинг? У него есть 3 основных задачи. Первая задача – привести бизнес в порядок, то есть упорядочить внутри этого любой бизнес-единиц. Второе, что он занимает – упакует и подготовит этот бизнес к масштабированию. Третье, что он занимается, внедряет технологию и его масштабирует. Основная задача этого холдинга в этом заключается. Теперь, с чем я столкнулся? Третья вещь. Кто я? Я инвестор. Потому что я всегда выкупал долю бизнеса, продавал. У меня 67 бизнеса опыт есть. 67 бизнеса, где-то я был единственным учредителем, где-то я был основателем, что-то из них банкротилось, что-то продавалось. На данный момент 24 из них то, что существует, то, что есть. Значит, кто? Я как инвестор. Я сидел, подумал, как я реализую себя как инвестор. Где я себя реализую как инвестор? И я думал, мне же время не остается все делать. Соответственно, что я создал? Я создал третью вещь. Называли его СТ-финанс. Саид Мурод Давлатов финанс. То есть СТ-фонд.
Вот это SD Finance, он занимается именно инвестированиями. Это занимается, то есть получается, что теперь на данный момент не я занимаюсь инвестициями, я создал здесь специальную команду, которая помогает мне выбирать проекты, анализировать проекты. Мои ошибки с чем были связаны? С нехваткой времени, чтобы делать анализы, глубокие анализы, финансовые анализы, юридические анализы и так далее. И, соответственно, теперь что занимается SD Finance? SD Finance, то есть аккумулирует все деньги со всех проектов и играет роль небольшого банка. То есть он аккумулирует все прибыли, которые приходят из разных проектов и так далее. И он занимается инвестированиями. Я занимаюсь инвестициями, он занимается теперь инвестициями. Все деньги, которые попадают к нему, или то, что я зарабатываю, я всегда... Раньше я сам вкладывал в проекты, теперь я все вкладываю только из финансы. Он занимает роль инвестирования. Правда, содержать вот эту группу, это очень дорого. Правда, это очень дорого. Правда, это приличная сумма стоит, чтобы содержать команду, управляющую компанию, команда, которая управляет фондом. Это приличные деньги. Но она окупается на длительном периоде, когда вы хотите выращивать капитализацию всех организаций. Потому что вы в одиночке это не можете делать. А я что понял? Я понял, что в одиночке я не могу создать миллиардную компанию. Моя цель – построить миллиардный холдинг. Это значит единственный способ создать грамотную команду, которая помогает тебе это все делать. И вот и все. И четвертая вещь. Кто я? Я меценат. Я много занимаюсь инвестициями и так далее. То есть благотворительности. И очень много благотворительности делаю и так далее. Почему? Потому что, но я только больше всего на образование ориентирован. Я не вкладываю на, скажем, помогать инвалидам или другим. Это я только больше вкладываю на образование. Меня интересует образование. Я ориентирован на это. Почему? Потому что, да, что бы я ни делал, я не могу изменить судьбу этого, там, например, кого-то там, если Господь его сделал таким, я его ничего не могу изменить, если он инвалид или что-то. Да, чуть-чуть помогать ему можно, чтобы он как-то даже... Но если я вижу талантливого парня, если я вижу, что у этого парня возможность, ему, я считаю, что надо давать шанс. Потому что один нормальный, талантливый парень принесет в этом мире очень большое изменение, очень огромные изменения. Поэтому я создал отдельно SD фонд. SD фонд занимается, своим родом фонд, это финанс, это фонд. Он занимается только благотворительностью. Теперь не я это делаю. Я всегда, все мои организации ежемесячно, стабильно выделяют 2,5% от моего прибыли и вкладывается в этот фонд. И фонд мы накопим. И у меня план построить хотя бы 100 образовательных центров через этот фонд. Через этот фонд в разных районах, в разных селах, в разных местах, в разных, ну не знаю, я сейчас думаю, стратегия, работаю, размышляю, чтобы мои бизнесы помогли мне, чтобы одну из целей моей жизни выполнять. У меня есть свои цели жизни определенные. Один из них это хотя бы 100 образовательных центров. Пусть они будут небольшие. Но это пусть должно быть источник такое место, где любой район или селе, те места, даже где обычно никогда не пойдут никакой бизнес-тренер и никогда не пойдет какой-то цивилизации, чтобы просто кому-то научить. Но я знаю, что там тоже найдется ребят, которые, у них есть мозги, и ребят, которого можно научить, ребят, которые нуждаются этими знаниями. Вот эта структура, которую я разработал и создал, и она работает без меня. Худо и бедно, 24 компании построил, которые работают без меня. Я себя реализую по-прежнему как бизнес-тренер, как наставник, я пишу книги, я работаю. Со стороны иногда видят люди в интернете или где-то, они говорят: о, Давлат, влогер что ли, не понимаем. Он то там. Когда он делает бизнес? Наверное, он только влогер, и у него нету бизнесов. Некоторые даже так и думают. Добро пожаловать, приходите, научу, как это делать. Приходите, вы поймете, будьте у меня в бизнесе. В ближайшее время выходит документальный фильм до конца года. Сейчас выходит про меня художественный фильм «Наставник», где моя судьба полностью из нуля показывается все. Но потом выходит документальный фильм. В этом документальном фильме я показываю море кейсов, как каждый этот проект строился. Как же этот бизнес мне удалось сделать. Я буду показывать очень много именно реальных кейсах, примерах, как это было, что было, потом что было. Теперь до сегодняшнего дня я много давал в YouTube, очень много
скажем, ролики только по финансовой грамотности для массового народа и так далее. Теперь всегда следите на мои именно программы, которые советы от Довлатова, или соблюдайте, пожалуйста, именно, скажем, бизнес-наставник. Если вы видите под ролик, что написано советы от бизнес-наставника, тут это советы только для владельцев бизнеса и для тех, кто хочет открывать бизнес. Теперь, пожалуйста, под эта рубрика, под это видео пишите от 3 до 5 вещей, которые вы для себя открыли, для себя поняли, осознали, что вот она, как надо делать, и что вы пойдете делаете. Пишите в этом комментарии от 3 до 5 колоссальные вещи, которые вы получили из этого видео. Желаю вам успехов!